Нашествие красной рыбы случилось на Камчатке. Лосося в этом году очень много, как пишут СМИ. Красную путину 2018 года назвали рекордной. В связи с этим сегодня в нашей студии бойцы путинного отряда «Восток», которые к нам вот буквально недавно приехали с самой Камчатки. Это Марина Жиркова и Давид Чебинаев. Доброе утро. Доброе утро. Ребята, ну расскажите, как вы попали на Камчатку? Так, мы на Камчатку второй год едем. Ты тоже второй год. Да, мы там второй год едем. На Камчатку попасть весной всегда бывает набор студенческих отрядов. И там уже сдаем документы, необходимые документы сдаем. И уже отбор бывает уже командиров и комиссаров. Они отбирают студентов. И не проходили, да, вот этот? Нет, я не проходил. Нет, вот этот. Они проходят, ну, отбор проходит и уже идут работать. Вот. Так, ну вы впервые, да, побывали там? Нет, мы второй год. Уже были, второй да, год, тоже были. Почему туда тянет вас? Ну, во-первых, там очень много знакомств, впечатлений. Ну, как сказать вам еще? В прошлом году рыбы мало было, мы, получается, там большинство времени мы там знакомились, играли. Вот. Больше было времени для общения, да? Да, для знакомства, для общения. И, ну, как бы первый год у нас запомнился, как бы, ну, хорошим таким. А второй год, типа, ну, просто поехали, ну, так же будет, да? Ну, все равно говорили, что в этом году рыбы много будет. Но там зарплата хорошая для студентов, она, ну, месяц, ну, 40 дней мы работали. Для студентов она зарплата очень хорошая. Наверное, из-за этого тянут. На карманные, да, расходы? Да, ну, осенью они всегда нужны. Конечно, конечно. Давид, а какой распорядок дня был, какой режим? Но если рыбы было много, наверное, там времени практически не было, да, на себя? Ну да, работали мы 8 через 8, без выходных. Ну, получается, 3 смены было у нас в ночь, в день и с утра до обеда, получается. Ну, как 15 минут на перерыв у нас было во время смены. Ну, всего-то? Да, всего 15 минут. Ну, за это время только успеваешь сходить в туалет, попить чаю там, быстрыми, большими глотками. Горячего чая, наверное, да? Ну, такой теплый, желательно разбавляешь, и все, чтобы не обжечься. А вы какую работу выполняли? Кем именно вот работали? Ну, я резал почку, как сказать, почка. Почку? Да, почку. Есть в рыбе почка, она расположена... Оказывается, есть почка у Да, рыбы. она расположена на позвоночнике, и вот. Чтобы полностью рыбу, чтобы она была чистая, нужно разрезать почку эту. Ну, сначала вытаскивают потроха, там, икру, а потом уже разрезают почку. Это вот цех разделки, да. Марина, вы тоже почки вырезали? Нет. Это он работал в цех разделки, а я работала в цехе укладки, ну, заморозки. Мы укладывали уже рыбу. Он приходит по ленте, получается, и мы собираем по килограмму. Ну, рыба приходит, например, горбуша пришла, и мы собираем по килограмму и все отправляем. Там идет уже другой процесс. Ну, я наслышана, что там, ну, жесткие достаточно условия. Холодно, сыро, да. Рыбой пахнет, да? Да, там прям мы, когда вот приехали, с автобуса выходим, там такой запах был, ну, вот рыбы с моря. Но к нему привыкаешь, да, да, сразу привыкаешь. Вот. В заводе работать, да, там холодно, потому что тем более еще вот цеха заморозки, там вот сзади прям вот так холодильники стоят, и ты стоишь и работаешь, получается, там холодно, всегда тепло одеваемся. Вот. Ну, какие качества вырабатываются у человека, который вот поработал там? Там выносливость, наверное, трудолюбие, более трудолюбный такой стоишь, ну, становишься. Терпеливость. Терпеливость, да. Что еще там может быть? Стрессоустойчивость. Да. А нужно быть вот готовым к этому? Или там можно научиться качествам? Да. Ну, там, скорее всего, можно научиться. Там мастера опытные, они всему чего угодно научат. А любой может поехать туда? Вот хрупкая девушка может? Нет, лучше не ехать, наверное, туда. Да, ну... В этом году же были хрупкие девочки, маленькие такие. Да, были такие маленькие девочки, но они работали, для всех работы находятся. Ну, по росту, по весу всегда смотрят, и кто как может и направляют, да? Да, например, вот на укладке, получается, обычно берут высоких, и которые, ну, высоких обычно берут, которые работают, да. Потому что мы стоим, ну, лента она высокая, и мы стоим, ну, с пола, получается, мы там еще поддоны ставим внизу, и еще вот так вот стоим, собираем рыбу. Вот.
Ну, какие бы советы вы бы дали ребятам, людям, которые туда хотят отправиться, да, и, может быть, на следующий сезон поедут? Ну, не знаю. Ну, я бы пожелала, ну, для студентов, получается, еще повторю, то, что для студентов это очень хороший заработок в летний период, ну, студенческие отряды, и работаешь, получается, все вместе. Мы в этом году в смене 100 с чем-то студентов, да, было? Да. И как бы всегда поддерживают друг друга, и для студентов это очень хорошее. Ну, я бы хотела пожелать, ну, Я бы лучше посоветовал взять с собой побольше лекарств от болезни, да. Аптечку, Потому да? что там климат другой, и все-таки тяжело организму перестроиться. Мгм. И резиновые ботинки взял бы лучше, ну, посоветовал им взять. Мгм. Ну, и теплую одежду, и все. Что ж, ребята, Марина, Давид, спасибо вам за такие хорошие советы. Я думаю, они очень пригодятся тем людям, которые планируют отправиться на Камчатку. Спасибо вам, что пришли. Желаю вам удачного дня, хорошего настроения.